Друзья, поздравляю всех с праздником, с великим днем, Днем Победы. 75 лет назад наши предки спасли мир от коричневой чумы. И не будем забывать, что тогда стоял вопрос самого существования нашего народа, всего русского мира. И всегда, говоря о русском мире, о нашем народе, я подразумеваю объединение всех народов, населяющих Россию, всех народов, населяющих страны бывшей Советской Республики. Я считаю, что как раз в этот день мы должны помнить об этом и вспоминать, что вместе мы сила, вместе мы единый великий народ. И в этот день мы чтим память каждого, кто внес свой вклад, чьими жизнями и трудом выкована эта великая победа. Посмотрите в эти мужественные лица. Я думаю, что каждый воин по духу выглядел именно так, как их изображают сегодня на монументах. Но эта битва еще не закончена. Теперь наша прямая обязанность нести память о них, о наших предках, о их подвиге сквозь века. Помните, что наша история — это мы сами. И те, кто пытается ее уничтожить, пытаются стереть с лица земли нас самих. В Якутске есть аллея памяти, где перечислены фамилии героев, воевавших во Вторую мировую. И я рад, что я тоже могу гордиться своими предками, которые совершили этот великий подвиг. И у меня возникла идея найти здесь однофамильцев моих предков и рассказать вам немножко о них. Давайте поищем. Ермаков Иван Алексеевич, мой прадед, 1902 года рождения, прошел всю войну, но, к сожалению, подробной информации о нем никакой не сохранилось. Ушел из жизни в 1966 году. Ни фотографий, ни подробной информации, к сожалению, о нем больше не располагаю. К моему большому сожалению, о моих предках сохранилось очень мало информации. Даже фотографий некоторых нету. Не то что подробная информация о том, даже о службе, где служил, где воевал. Но расскажу, что есть, чем располагаем, и информации совсем немного. Однофамильцев по маминой линии я не нашел. Сычев Иван Тимофеевич, мой прадед, 1905 года рождения, призван на фронт в 1941 году и в 1943 без вести пропал. Дальнейшая судьба его неизвестна. Но его сын, мой дедушка, Сычев Иван Иванович, родился в 1927 году и в армию был призван уже в конце войны, в 1945-м. И служил в Германии. 8 лет он прослужил в Германии, был танкистом, механиком танка. Есть информация, что у него какая-то секретная служба была, он еще до отправки в армию отучился на снайпера, и там вот в Германии получил ранение в голову. Вернулся домой, у него было 5 детей, моя мама, тетя, дядя. Прадед Павленко Антон Лаврентьевич, 1909 года рождения, труженик тыла. И, кстати, в подтверждение того, что мы знали тогда, что предстоит война и готовились к ней, его забрали на военный завод еще в 1939 году в Читу, где он трудился до 1946 года. Вот есть фотография, где он держит меня на руках маленького. Дедушка прожил до 81 года. Его супруга, моя прабабушка Павленко Василиса Ивановна, вместе с моей бабушкой Сычевой Варварой Антоновной попали в то время под немецкую оккупацию. Это было в Воронежской области. Там были немецкие, итальянские войска. В нашем доме даже был расположен штаб. Бабушку с прабабушкой переселили отдельно в сарай, а немцы жили в доме. И вот бабушке тогда было 10 лет, и с 11 лет она уже вовсю трудилась в колхозе, а прабабушке 29 лет. Вот потом, конечно, наши войска пришли, освободили, но там, конечно, освобождали с боем. Один снаряд попал прямо в огород, там чудом остались живы. Ну, время было очень тяжелое, я представляю, что они пережили в то время, в тот период. Прабабушка вместе с прадедушкой ушли в один год, в 90-м году. Бабушка чуть позже, в 2005-м. Бровин Иван Иванович, мой двоюродный дед. Его однофамильцев я тут не нашел. 1986 года рождения, призван в 1941 году, прошел всю войну, ушел в жизни в 1961. Коновалов Александр Николаевич, мой двоюродный дед, 1923 года рождения, призван в 1941 году и без вести пропал в первые месяцы войны. А также мой двоюродный дед Коновалов Семен Григорьевич, 16 года рождения, тоже пережил войну, к сожалению, информации подробной о нем нету, ушел в жизни в 1978 году. Вечная память всем погибшим, всем ушедшим из жизни, всем совершившим этот подвиг.
И крепкого здоровья всем тем, кто еще остается с нами. И дай Бог, чтобы вы были с нами еще долгое время. Всех с праздником! С Великим Днем Победы!